Каждые 15 минут вместительные автобусы бесплатно подвозят лыжников до места старта. Волонтеры помогают сориентироваться в этой экспериментальной схеме. Такую транспортную новинку сыктывкарцы оценили, ведь удалось избежать очередей на пункте досмотра через железнодорожный вокзал. Безопасно, весело, удобно, быстро, да, хорошо. А то, что все закрыто, мы даже не знали, как пройти через ЖД, тем более с ребенком, и небезопасно там ходить. А вообще отличное решение, что автобус предоставили. С 1982 года «Лыжня России» собирает любителей этого зимнего вида спорта. Коми к массовой гонке присоединилась в 2005-м. Менялись места стартов, выросло новое поколение лыжников, но традиция собираться в феврале на трассах в республике не меняется уже почти 20 лет. Здесь собираются все, говорят от мала до велика, именно так. «Лыжня России» именно такое мероприятие. Собираются семьи, собираются школьники, предприятия, организации. Ну и, конечно, спортсмены, именитые, титулованные. Ну и самое главное, что вот в этом мероприятии, в этом спортивном соревновании, открытом «Лыжня России», участие – это самое главное. Участие, хорошее настроение и заряд бодрости. Поэтому всем удачи, ну и, конечно, тем не менее, стараться победить. «Лыжня России» зовет. Вперед, друзья! Они пришли не за медалями. Многие встали на лыжи первый раз. Главные их болельщики – мамы и папы. Забег дошколят в этот раз по-настоящему семейный. Такими же большими компаниями на старт выходят и школьные команды. Гимназия Пушкина – самая дружная школа города Сыктывкара. Мы пришли сюда побеждать, займем первые места, порвем всех. 3000 сыктывкарцев покоряют дистанции «Лыжни России». В спортивных забегах рекорды, в массовых особое зимнее настроение. Это всероссийская гонка. Каждому запомнится по-своему. Для одних она первый шаг в спортивной карьере, для других еще одно доказательство того, что Коми – место силы лыжников. Столько народу, душа разрывается на счастье, душа разрывается на клочья. Что так любят у нас лыжи в республике, особенно город Сыктывкар. Виктория Палкина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.